Всем привет! Что-то сегодня подморозило вообще конкретно. Вообще конкретно подморозило. Что-то так вот стало холодно. Ветер утром был вообще такой какой-то холодный. Вообще вечером тоже тут не айс, как это говорится. Так, что у нас за дом Пушкина? 24/1 дом. Вот такая оградка. Как бы ничего такого интересного нету. Гаражики. Наверное, слышно, какой ветер. Я не знаю, смотрел там в интернете, похолодание по республике, по Якутии ожидается до минус 25 градусов даже в каких-то районах. А в Якутске тоже холодно. Ух, тут какая площадь-то, смотрите. Вообще, да, зачистили. Что-то тут, наверное, будет. Строительство какое-то. Так, тут грязюха. Ну, знаете, какой плюс? То, что сейчас это вся грязь замерзшая. И можно ходить вот свободно. Она просто замерзшая. И наступаешь на нее, и ничего не происходит. Минусовая температура, короче, видите, да? Нифига ничего. Ну, такая относительно невысокая, не низкая. Минус где-то 2, минус 3. Так вот наблюдается, скорее всего. Дома какие, видите? Гигантские дома, все тут понастроено. Раньше тут деревянный фонд был, как бы, да? И стояли деревянные дома. Ну, там максимум 2 этажа. Даже и частный, как бы, сектор был. Одноэтажные такие домики были. А сейчас вот, ну, если посмотреть по старым фотографиям, то видно будет, что здесь были вот дома, вот как там вот. Смотрите, вот этот дом, такие же были дома здесь. Так, а сейчас мы вон потуда пойдем. Я хочу тут немножечко и ходить не вдоль этой дороги, довольно активно, я полуградом хочу пройтись. Вот такие вот были дома, стояли здесь целая куча. Ну, один он там сносят уже, а этот что-то еще и не трогают. Так, как мне вот посюда надо шлепать. Так вот, переход там есть. Вот переход, поэтому мы здесь перейдем через улицу. Так, это у нас улица Куру. Так, а так там не пройдем, да? То придется вот посигавать. Вот такой вот домик. Вот же улица Шавкунова, 74. Смотрите. Вообще антиквариат, да? Так, а там прохода нету, что ли? Похоже, нет. Ох, какая здесь суперовская лужа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что тут происходит? Смотрите, тут даже настилы такие, чтобы можно было проходить туда. То есть дом так опустился вниз. Вниз уже разбитые стекла здесь. Смотрите. Эксклюзив. Какой-то ковер, слушай. Еще так, как пройти. Собак-то, надеюсь, нету здесь. О, вот это что такое, а? Вообще, да? Нормальный ход. Так. Надеюсь, я тут пройду. Еще пластиковые окна. Так. Что тут творится? О, смотрите, что бомжами пахнет. 3 семерки. 3 семерки, 3 семерки.
Я знаю, вот это пьют. Лестница еще такая суперовская. Ух-уху. Холодильники такие оконные. И выходим мы, вот смотрите, тут все у нас шикардос. Ух, мощно, да? Сколько тут людей сразу стало жить, когда снесли эти дома-то. Вообще куча. Слушайте, у меня рука замерзает. Ну да, серьезно. Тут, кстати, стал магазин больше-меньше вот здесь вот. Алкомаркет, что ли? А, точно, алко. Алкогольный. Я думал, обычный. Это алкогольный магазин здесь. Ну, блин, удачная покупка зато есть. А удачная покупка, в принципе, у меня есть от нее это карта дисконтная. Да. И когда покупаешь что-то, оно все накапливается, и потом можно уже это самое какую-то скидочку поиметь с накопительного плана. О, а тут что у нас? Вообще трешечок какой-то. Там уже, смотрите, снесли эту часть. Вот это да. Ладно, не будем тут лазить лишний раз. Короче, дом вот этот потихоньку как-то его разбирают. О, что ж эти ветруган-то вообще жесткие. Короче, в Якутске опять зима чувствуется. У меня мерзнут пальцы. Жестко мерзнут. Придется, наверное, мне на автобус тут садиться и ехать. Так вот. Ну и здесь вот, смотрите, улица уже пыль чувствуется. Поэтому жильцам вот этого дома, которые с этой стороны живут, я им не завидую. Это шум да пыль. Это что-то вообще я не представляю. Как они тут живут. Фу, все прошли. Так, пиво, алко-пиво. Ну что такое? Холод-то что делать в Якутске? Что делать? Приходится радоваться жизни немножко по-другому. На доме интересный плакат повесили. Смотрите, Россия сильна нами. Что значит нами? Народами, армией, молодежью, историей. Такой плакат. Здесь музей РГЛ, арт-галерея. Вот такой тотемный столб. Чем-то как у этих у индейцев, да? Что-то похоже. На севере проживают народы малочисленные. Так, короче, я передумал стоять, ждать автобус этот. И решил немножечко пройтись. Все-таки дойти так. Оно холодно, но не сильно. Смотрите, лед. Лед. Оно опять все заморозило здесь. Опять все заморозило. Заморозило. Фу. Хорошо я шапку одел теплую. Сейчас хорошо шапки внутри есть теплые. Тут, я говорю, утром шел, у меня ветром так надуло голову, что просто неприятно. Это же опасно еще. Голову надует и все. Менингит. Так. Шли мы до перекрестка. Медколледж. Кто хочет медиком стать, сейчас медикам всякие выгодные темы там им дают денежки там, когда они куда-то поедут, им денежки дают, там, субсидии разные, льготные. Поэтому медики они всегда нужны. Так, а что мы? Мне что-то придется стоять, ждать, похоже, да?
Отлично. Да. Что пойду стоять ждать. Или вот можно сюда перейти. И покуда пойти. Торговый центр Вавилон. Смотрите. Здесь торговый центр Алин. Господи. Центр на центре стоит и центром погоняет. Так бы заводы строили бы разные производящие. Чтобы один завод тут, потом второй там через 100 метров. А у нас так вот торговые центры до магазина. Так, идем. Впереди нас шаурма. Интересно, почему там шаурма продается? Шаурма. Или шаурма? Как правильно, пишите в комментариях. Тоже можно вот так вот посмотреть через окошко. Ретро-лампочки такие, кстати, вывешены. Так, все, переходим к дорогу. Стоп. Стоп-кран. Видите, какая движуха в городе. Жесть, да? Туда, сюда, сюда, туда. Ну что, в городах теперь люди стали жить. Если раньше люди жили в селах, там выращивали всю еду, по сути дела, для себя, что-то там продавали, или что-то на эти деньги купали товаров необходимых. Ну, а сейчас все производят где-то промышленным способом производить. Таким образом уже частникам уже невыгодно становится. Так, видите, да, замерзший след от велосипеда. Так, что ли? Да, ну вот у нас, я думаю, холодно будет еще до паводка. Паводок где-то только будет после 20 числа мая обычно. А так, ну вот потепление возможно, а так прохладно, конечно. В основном бывает. А как паводок проходит 20-25 числа в районе города Якутска, тогда сразу может быть и тепло. Блеска причем. Так, вот какой-то дом построили, уже что-то стекла тут побелели у него. Магазинчик ферма, натуральные продукты. Так. Кстати, отсыпали гравием, видать, будут асфальтировать. Но все-таки, по-моему, асфальт, он как-то более надежно лежит, хотя, конечно, вот так вот трескается, да, там выпирает, если что-то есть, но плитка, она разрушается, портится быстрее, у меня такое ощущение. Кстати, старая церковь, которую переделали. Вот. Ну, тут разные, короче, клубы, какие-то тренажерные, танцевальные. Озон, вот смотрите. Куча всего. Так, давайте так вот пройдемся. Посмотрим здесь улицу Свердлова. Или Свердлова, как правильно. Пишите. Интересно будет. Это старенький домик, его все никак не снесут. Тут все время какие-то магазины. В нем, я помню, тут даже бутылки принимали когда-то в советское время. А сейчас его вот профлистом обделали. Балык сыт.
рыба. Ну и тут я вижу, тут тоже первые этажи под разные аптека, вот смотрите, магазин какой-то, вода. Вот то, что необходимо, так сказать, шаговой доступности. Тут тоже стояли когда-то двухэтажечки деревянные, все их поубирали. Ой, ветерок-то какой, аж жесткий вообще. Вообще жесткий. Да уж. Поэтому я что-то куртку уже теплую, ну как, не теплую, наоборот, легкую одел. Вот подумал, что уже у нас тут весна, уже все плюсовая температура. Я куртку теплую одел, а на самом деле на себя еще рано. Одевать надо еще. Даже перчатки. Возможно, если куда-то поедете, перчаточки надо. Вот это эти все стройки идут, поэтому такие заграждения. Вот. Кордон, да? Поэтому улица просто ее не узнать. Просто ее не узнать. Она же еще расстраивается и строит много всяких переходов. Вот строечка идет. Просто фантастика. Я даже и не думал, что так эта улица будет выглядеть. Так, нажали, сейчас будем переходить. Переходик. Давайте вот так прямо пойдем. Просто интересно, что там у нас. Там вот. Фу, слушайте, у меня как зимой пальцы на руках замерзают. Ё-моё, сейчас еще телефон замерзнет от холода. Так, ну здесь вот эти КПДшки еще из советского или 90-х годов постройки. Воробьев-то сколько, а здесь? Уху-ху. Так, у меня там память сейчас кончится, я непрерывно снимаю все время. Так, а как я тут пройду вот между этими домами? Мне просто интересно. О, слушайте, есть проход? Видите, лед лежит. Лед. Что-то запах из-под дома какой-то неприятный. Так, тут надо осторожно. Осторожно. Тут можно даже долбануться, споткнуться. Она так прогнулась прямо. Лишь бы только ничего не треснуло. Так, и тут ступеньки. Вот так вот. Идем. А, вот смотрите, как раз дом. Тут еще снег во всю лежит, представляете? Снег. И даже тут думать не тает. Вот это. Вот такие вот дома. Сейчас я вам поснимаю, надо их снимать. Тут потихоньку сносят. Не все сразу, а вот потихоньку. То есть, когда... Сколько тут стекла-то битого, а? Вообще опасно ходить. Вот такие домики были здесь. Их потихонечку сносят. Сносят. Ну, вон там тоже дом такой же. А здесь уже... Ух, ветрюга. Ну, слушайте, вообще жесткий. Ой, прямо хоть это, знаете, да?
шубу одевай, да шапку-ушанку. Вот еще один домик. Смотрите, люди утеплили себе уголок. Видать, продувает его, что ли. А вот они тут живут. Тут рядом такой вот супер дом. Так, я так пройду, интересно, нет? Ну, хорошо то, что замерзло, и можно идти по льду. Не, слушайте, что-то... А, нет, там окне, а тут что-то все закрыто. Какое-то кладбище старых машин. Так, тут бы на что-нибудь не наступить. Ух, что тут творится-то, а? Кстати, снег же пошел. Представляете, снег. Снег идет. Все, зима обратно пошла в Якутске. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Туда-сюда, туда-сюда. Вот такие вот качели у нас здесь. Качели температурные. Ой! Из тепла в мороз. Из тепла в мороз. Какая здесь площадка. Что за дом такой? Гаражи какие-то. Ну, вот выходим как раз на улицу. Это улица у нас Дзержинского. Можно посюда пройти. Сюда тоже можно пройти, да. Что-то тут намусорено, вообще капец. Что-то вообще жестко. Это кто мусорит-то? Вообще помойка рядом, да? Кто же должен вот это все убирать? В общем, одна из центральных улиц. Что они там делают? Что они там делают? Так, отсюда проходим. Опа. Сюда я еще не ходил. В этом доме с той стороны когда-то был магазин «Орбита». Там продавали разные телевизоры, продавали радиоприемники, магнитолы. Снег еще до сих пор. Грампластинки. Вот такого плана. И вот мы выходим, смотрите, куда. Вот сюда вот. С этой стороны сейчас посмотрим, что тут место. Потом здесь был, короче, магазин якутские промыслы местных товаров. А сейчас что тут? Радмед. Какая-то медицинская организация. Ух ты, тут что, даже тренировка какая-то. Для кого такое построили? Смотрите, тренировочная база. Ух, какая она машина-то вся раздолбана. Где-то гыкнулся. Так, ну все. По сути дела, пришли к конечной точке наших личной своей походилок. Тут уже свое прощаюсь. Улица Дзержинская. Вот можно на ней до авиапорта доехать и улететь из города. Или прилететь. А обычно вот по этой улице приезжают. Наша, так сказать, самая центровая такая улица. Ладненько, ну что, все, давайте, всем пока. У нас, короче, опять зима наступила в городе. Подписывайтесь, ставьте лайки.